На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Камшикшара. Здравствуйте. 7 сентября юбилей ректора Абхазского государственного университета, доктора физико-математических наук, профессора, академика Российской академии естественных наук, кавалера ордена Ахзапша I и II степеней, заслуженного деятеля науки Республики Абхазия Алеко Гварамия. Президент Аслан Бжания сердечно поздравил юбиляра, отметив огромный вклад Алеко Алексеевича в становление современного абхазского государства и отечественной науки. Наверное, в области естественных наук у нас нет такой величины, как вы. Я интересовался вашей биографией, считаю для себя вашу биографию и ваш путь, который вы прошли, поучительным. Общественность знает, что вы автор более чем 120 научных работ, что вы преподавали в европейских вузах, что ваше имя внесено в Международном Сократовском центре в реестр крупных ученых столетия, что вы депутат нашего Народного собрания парламента. Ваша общественная деятельность и государственная деятельность тесно связана с вашей спортивной деятельностью. Вы известный спортсмен, судья международной категории по боксу. Вы судили поединки Московской Олимпиады, если мне не изменяет память. Одним словом, Создатель вас щедро одарил разными талантами, что, конечно же, является для нас большим-большим достоянием. Я разговариваю сегодня с человеком, который выполняет функции учредителя Абхазского государственного университета. Ну, как и во всей Абхазии, у нас есть и достижения, и нерешенные проблемы. В принципе, потенциал у нас, как говорится, за все эти годы собран, несмотря на очень трудные времена. И молодежь хорошая молодежь, с ней надо работать. Вот говорят, не хватает учителей. В 2,5 раза больше мы выпустили учителей, чем сегодня требуется. И причем все обучались по целевому заказу. Указом президента Аслана Бжания Алеко Гварамия присвоено почетное звание «Заслуженный работник Высшей школы Республики Абхазия». Президент подарил Алеко Гварамия в честь юбилея башлык. Присвоит почетное звание «Заслуженный работник Высшей школы Республики Абхазия» Гварамия Олег Алексеевич. Спасибо. Как мы с вами договорились, на вашем столетнем юбилее красиво была именно в этом башлыке. Спасибо. Спикер парламента Валерий Кварчия поздравил ректора Абхазского государственного университета Алеко Гварамия с юбилеем. Ваш авторитет способствовал тому, что Абхазский государственный университет был принят в Евразийскую ассоциацию университетов и Оксфордский академический союз. Развитие Абхазского государственного университета и сегодня ваша главная жизненная цель. Ваша глубокая убежденность в том, что образование в нашей стране должно стать национальной идеей, сопряжена с вашими личными стараниями и усилиями ваших единомышленников и коллег, отмечается в частности в поздравлении Валерия Кварчия. С юбилеем академика Алеко Гварамия поздравили ректор МГУ Виктор Садовничий, председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов, руководитель и представители РАЭН Европейской академии, Адыгейской международной академии наук, руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха и многие другие. Руководство и коллектив Абхазской государственной телерадиокомпании присоединяется к поздравлениям Алеко Гварамия. Мы желаем вам, Алеко Алексеевич, крепкого здоровья и дальнейших успехов в научной и общественной деятельности. А в нашей программе сегодня по многочисленным просьбам повтор передачи «Кафедра» с участием академика Алеко Гварамия.
По факту похищения гражданина Саселя Джемали Давидовича, 1962 года рождения, возбуждено уголовное дело. Расследование проводит прокуратура Галского района при оперативном сопровождении МВД и СКБ Республики Абхазия. Как сообщает пресс-служба МВД, информация о похищении гражданина Саселя поступила в дежурную часть Галского РОВД в ночь на 6 сентября. Выездом на место следственно-оперативной группы установлено, что примерно в 22 часа 5 сентября в селе Речь Ткорчалского района группа вооруженных лиц, экипированных в черную одежду и маски, остановили следовавшего на автомобиле БМВ с госномерным знаком 123-го региона уроженца данного села Саселя Джемали и совместно выехали в направлении села Аберкыт Галского района. По предварительным данным, примерно в 2 километрах от места происшествия на территории подстанции Нгургэс между неустановленными лицами и гражданином Саселя произошел конфликт, выразившийся в словесную перепалку на мигрельском языке с последующей дракой, после чего нападавшие, насильственно удерживая Джемали Саселя, направились к государственной границе с Республикой Грузия. Автомобиль гражданина Саселя сотрудниками правоохранительных органов обнаружен на проселочной дороге в селе Алакумхара Галского района. Также установлено, что подозреваемый и похищенный гражданин в пешем порядке через лесополосу проследовали вплоть до пограничного ограничения. Об этом сообщает пресс-служба МВД. В Сухумской 6-й средней школе имени Владимира Комарова прозвенел первый в этом новом учебном году звонок. Из-за карантина в образовательном учреждении День знаний перенесли на неделю. О том, как прошла торжественная линейка и как организована работа школы в условиях пандемии, в материале Гугуцы Вардани. После длительного перерыва школа наконец распахнула свои двери, бережно повесив рюкзаки на спину с самыми красивыми букетами и шарами в руках. Школьники с нетерпением бегут к друзьям и учителям. Мы дома были 6 месяцев, я умирала, хотела в школу, но мы встретились с одноклассниками 29 марта на пикнике. Сегодня мы перешли в среднюю школу, в 5 класс. Я очень хотела идти в школу, я очень ждала этого дня. Если в других средних образовательных учреждениях республики торжественная линейка, посвященная Дню знаний, прошла как и положено 1 сентября, в столичной 6-й школе начало учебного процесса пришлось отложить на целую неделю. Из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией среди педагогического коллектива здесь был объявлен карантин. Мы, по-моему, единственная школа в Абхазии, которые сегодня начали на неделю позже. Мы, к сожалению, были все на карантине, на самоизоляции. Весь коллектив проверился. У нас все, слава богу, нормально, за исключением 2 педагогов, которые заболели, к сожалению. Ну, они тоже уже выздоравливают. Главные герои торжественной линейки – первоклашки. Именно для них и организован этот маленький праздник. Сегодня для этих малышей прозвенит первый в их жизни школьный звонок. Поскорее звени звонок, мы тебя заждались. Ведь на первый наш урок мы уже собрались. В первый класс 6-й школы пошли около 70 человек. А вот наблюдать за торжественной линейкой родственникам было разрешено лишь при соблюдении социальной дистанции. В этом случае с прилегающего к школе соседнего двора. Членам семьи также воспрещен вход в здание школы. Но несмотря на сложности и карантин, родители, так же как и дети, рады новому учебному году. Мы не боялись, хотя такая опасность, вероятность, но мой ребенок пошел в 5 класс и вроде бы готовы. Поздравить детей с Днем знаний пришли представители управления образования и депутат Народного собрания Лаша Ашуба. Поздравляю учителей. В свете последних событий желаю здоровья и взрослым, и детям, и их родителям. Добрый путь. Школьники наконец вернулись за свои парты и начинают привыкать к учебе в новых условиях. Теперь вместо рассказов детей о том, как я провел лето, учителя на уроках в первую очередь объясняют учащимся, как избежать заражения COVID-19. У нас внизу медработник совместно с вахтером измеряют каждому ребенку температуру
и обрабатывают руки. Начальная школа начинает занятия 8:30, а старшая и средняя школа будут начинать занятия в 9:15 для того, чтобы избежать скопления детей в одном помещении. Учителя сегодняшний урок начали с того, что ознакомили детей с правилами поведения в условиях карантина. Наш менталитет такой, что наши дети любят обниматься, целоваться. И, в общем, наша задача на сегодняшний день – научить их правильно себя вести. Измерение температуры, обработка рук антисептиками – все это занимает немало времени, ведь в школе более 770 учеников. Поэтому прийти в образовательное учреждение детям нужно на 10-15 минут раньше. Школа работает в одну смену. В первых классах уроки будут проходить по 30 минут, в остальных по 35. Каждая перемена по 10 минут, большая – 20. Количество уроков также сокращено, факультативов нет. Буфет пока не работает, идет подготовка к его открытию. В ближайшем времени силами администрации города Сухум в школе появится второй вход для разделения учеников начальных и средних классов. Кугуца Вардания, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. Информация от оперативного штаба по защите населения от коронавируса. На данный момент в Гудаутской центральной районной больнице находится 49 подтвержденных на COVID-19 пациентов. В тяжелом состоянии 7 человек, средней степени тяжести 14 пациентов. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. Просим воздержаться от посещения массовых мероприятий, в том числе свадебных торжеств и похорон. В особенности траурных мероприятий, где причиной смерти явилась коронавирусная инфекция, так как эпидемиологически опасен не сам усопший, а контактные лица, его родные и близкие. В связи с резким увеличением числа заболевших коронавирусом представители общественности Абхазии направили петицию президенту Аслану Бжане с просьбой ввести в республике ограничительные санитарно-эпидемиологические меры, запретить проведение массовых мероприятий в стране, проводить на КПП термометрию всех выезжающих в республику. Авторы петиции, в частности, предлагают запретить проведения массовых мероприятий в стране, проводить на КПП термометру всех выезжающих в республику, ввести карантинные меры отдельно по классам и группам в школах, детских садах, других образовательных учреждениях в случае выявления заболевших COVID-19, ввести обязательный масочный режим в государственных и коммерческих организациях, медицинских учреждениях, в местах массового скопления людей, а также штраф за нарушение режима и другие меры. Сбор подписей продолжается в социальной сети Facebook. Как сообщает пресс-секретарь президента Мариана Квициня, Аслан Бжане ознакомился с петицией представителей общественности. Как отмечается в сообщении, эпидемиологическая ситуация находится на постоянном мониторинге и в ежедневной повестке дня администрации президента. Динамика распространения инфекции внимательно анализируется. Решение о возможном вводе отдельных ограничительных мер будет приниматься на основе рекомендации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в который входят специалисты соответствующей квалификации. Таким образом, решающее слово за ними. Мариана Квициня высказала убеждение, что и оперативный штаб также обратит внимание на петицию представителей общественности и учтет все высказанные в ней предложения. По словам пресс-секретаря президента, глава государства провел аппаратное совещание, где обсуждался и данный вопрос. Аслан Бжане дал ряд поручений руководству администрации. Как сообщает пресс-служба главы государства, президент Абхазии Аслан Бжане отбыл в Москву. В российской столице глава государства проведет ряд рабочих встреч в администрации президента и правительстве России.
3 сентября в парламенте состоялась встреча с президентом Асланом Бжаня. Журналисты на встрече не присутствовали. Апснепресс обратилась с просьбой к руководителю администрации президента Алхасу Квицине рассказать, о чем конкретно шел разговор с депутатами. По словам Квицине, президент и депутаты парламента обсуждали широкий круг вопросов внутренней и внешней политики государства. Среди обсуждаемых тем был и вопрос приезда в Абхазию грузинских политиков, представляющих партию «Альянс патриотов Грузии». Аслан Бжаня ответил на все интересующие депутатов вопросы по этому поводу. На вопрос Апснепресс о том, что на одном из сайтов со ссылкой на депутатов парламента была опубликована информация, где говорится, что Аслан Бжаня, отвечая на вопрос, на каком основании он принял решение о взаимодействии с грузинской стороной, ответил: «Мы допустили ошибку». Так ли это? Алхас Квицине сказал: такого не было, эта информация не соответствует действительности. Один из 5 финалистов конкурса Алмахсит Осия назначен помощником министра финансов Абхазии. С наступлением жаркой погоды в горах Абхазии увеличились случаи лесных пожаров. Как отмечают в МЧС, лесные пожары наиболее часто происходят по вине людей. Из-за неправильного разведения костров, неосторожного обращения с огнем, непотушенных окурков, умышленного пала травы и иных факторов. В отдельных случаях причиной возникновения пожаров являются сельскохозяйственные палы, которые проводятся с целью уничтожения сухой травы. При плохом контроле огонь часто переходит в лесные полосы, где скорость его распространения может достигать до 100 метров в минуту по направлению ветра. В связи с очередным ухудшением пожароопасной ситуации в лесах МЧС Абхазии настоятельно рекомендует гражданам и гостям республики соблюдать правила пожаробезопасности. В Сухуми на Моко-пляже молодежный центр «Проакт» при поддержке Департамента по делам молодежи и спорта столичной администрации провел спортивно-развлекательную программу по различным спортивным дисциплинам. Организаторы подарили участникам и гостям мероприятия настоящий праздник. Репортаж Аслана Джопуа. Организаторы подготовили различные игры для детей и взрослых. Соревнования были разбиты на тематические зоны – детскую, спортивную, которая в свою очередь была поделена на площадки по волейболу, настольному теннису, по перетягиванию каната и другие. Абсолютно спонтанно возникла такая мысль, потому что из-за этой пандемии, мы все были в такой коробке, и нам было очень скучно. И почему бы не создать для молодежи просто так, абсолютно без причин, такое мероприятие. И организовать не просто вечеринку, а сделать это в таком именно ключе, в интересном, с интересными площадками, зонами. И мы подумали, с кем же мы можем совместно это организовать. Это, как вы видите, Департамент по делам молодежи и спорта администрации города Сухум. Получился такой большой праздник. Чтобы не утомлять людей, мы решили все это завершить крутой вечеринкой с крутыми ребятами. Команда Immersion Абхазия. Помимо спортивных соревнований проводились еще и лотерея, победителям которой дарили различные сертификаты и подарки от спонсоров. Мы устроили лотерею, чтобы в ней поучаствовать. Нам нужно всего лишь прийти, написать свое имя, кинуть сюда листочек. Разыгрываем мы разные сертификаты в салон, сертификат в спорт Апсны. Нужно всего лишь написать свое имя, и все рандомно выберут листочек. Победителей у нас несколько, это разные сертификаты. Настоящий праздник лета, организованный молодежным центром «Проакт» и столичным департаментом, не оставили никого равнодушным. Все участники и зрители получили огромное удовольствие. Мне очень понравилось, во-первых, спасибо всем организаторам, волонтерам, такие мероприятия, потому что создается ощущение, что лето еще не закончилось. И на самом деле молодежи нужны такие мероприятия, где можно отдохнуть, поговорить с друзьями, и это очень круто. Спасибо большое. Тебе понравилось? Мы пели, танцевали. А что тебе больше всего понравилось? Когда мы пели. Мне понравилось, когда мы ловили шариков.
После завершения спортивно-развлекательной программы состоялась музыкальная вечеринка. Хорошей и качественной музыкой всех гостей порадовали молодые талантливые диджеи. Аслан Джобуа, Михаил Протохин, Абхазское телевидение. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению гидрометцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 16-21, днем плюс 23-28, температура морской воды плюс 25 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.